Концепция развития электронного здравоохранения Республики Казахстан 2013-2020 года утверждение в целях модернизации и существующих моделей для переориентации ее на пациента, чтобы было более законодательно поддержка на пациента ориентируется. Повышение качества услуг, также доступность медицинской помощи, способствовать повышению качества медицинских услуг, укреплять здоровье населения посредством всех цифровых моделей и цифровых ресурсов, как говорится. Основные задачи содействия принятию клинических каких-то решений, да, по нашим гражданам в информационных системах сохраняются данные, обследования и так далее. И в результате этого, врачу, медицинской организации может он быстрее принять решение в лечении пациента. Также в управленческой части, например, когда весь бизнес-процесс оцифрован, возьмем даже в части планирования бюджетов, принятия каких-то решений, руководству и так далее, как говорится. Концепция сейчас уже практически все реализовано, и многие вещи сейчас с помощью этой концепции уже работают. Достижения здравоохранения, электронного здравоохранения у нас сейчас реализованы такие вещи, как, например, удобство для пациента. Да? Мы знаем, что сейчас большинство граждан пользуются мобильными приложениями, также могут в ЕГОВе заходить, да, какие-то услуги по здравоохранению получать. К примеру, можем сказать, да, раньше пациенту, если он переехал в одной черте города, переехал в другой район, ему необходимо было взять все документы, кто с ним проживает, пойти в поликлинику, переприкрепление называется, да, перекрепляется, чтобы другая организация дальше его обслуживала, да, по медицинской части. Сейчас это можно сделать электронно. Электронную госуслугу, это государственная услуга, электронно он может зайти под своим ЭЦП, подать заявку в течение 24 часов. Эта услуга обрабатывается медорганизацией. Либо отказ, если отказывают, они указывают причину, почему отказывают, либо одобряют. Также у нас есть 3 справки, которые может гражданин у нас получить. Это псих, нарко, ТУП. Если на работе ему необходимо, ему не обязательно ходить в медицинскую организацию, он может электронно это взять в ЕГОВе. Также электронно он может вызвать врача на дом, запись на прием к врачу сделать. У нас еще есть такие же государственные услуги, например, для предпринимателей, да, которые завозят у нас препараты, медицинские изделия. Это регистрация, перерегистрация лекарственных средств и медицинских изделий, которые они онлайн подают. Не обязательно ходить в какую-то организацию, в очереди ждать, он может это все онлайн делать. И, естественно, там определенные дни есть, за которые дни ответственный орган должен обработать и дать свое заключение. Также у нас есть, пациент может в своем личном кабинете в ЕГОВе увидеть, когда он пролечился в стационаре, если у него есть направление на госпитализацию, состоит ли на диспансерном учете. Все такие вещи он может в личном кабинете своем увидеть. Не обязательно ходить в медицинскую организацию и не простаивать в очереди. В этом году, в 2021 году, мы запустили СМС-уведомления гражданам. Если гражданин получил бесплатную лекарственную помощь, лекарства, ему выписали рецепт, после того, как ему обеспечили, к нему приходит СМС с 1414, о том, что действительно он получил это лекарство. Если не получил, он может соответствующий орган дать жалобу, что он не получал, а на него выписано уже. Также такие же СМС у нас приходят по стационарным случаям. Если он пролежал, пациент в больнице и выписался, к нему приходит также СМС-уведомления. Это СМС-уведомления были сделаны для того, чтобы минимизировать, как говорится, коррупционные цели. Получается, даже если он не пролечился, а ему СМС такой пришел, он может соответствующий орган пожаловаться. Также, если его направляют на госпитализацию, опять же, с 14.14 ему приходит уведомление о том, что на него есть направление в какую-то организацию на госпитализацию.
Потом у нас есть еще СМС-уведомление по регистру беременных. Если, например, пациентка пришла беременная, стала на учет, прошла терапевта, следующий прием терапевт заносит в системе, СМС-уведомление, напоминание проходит к пациенту, что в такой-то день у нее назначен прием. Если она не пришла, там терапевт может переназначить день приема, также это СМС-уведомление повторно придет. Таких СМС-уведомлений у нас более 5 СМС-уведомлений, и сейчас мы рассматриваем еще вариант, где можно такие СМС-уведомления сделать. Для пациента, я думаю, это очень удобно. То же самое, да, вот есть у меня отец, у него сахарный диабет, и ему, если куда-то надо, получается, вот обследование пройти или что-то, он в частную клинику, когда обращается, он заходит в личный кабинет, может последние свои анализы скачать, там, какие он прошел в поликлинике, да, информацию взять, когда он посещение последний раз, ну, у него все под рукой, нет необходимости этот талмуд бумаги с собой носить по организации. Также, если пациент, например, выехал куда-то в Европу, да, и ему какая-то, ну, всякое в жизни бывает, что-то ему необходимо, и он это может с личного кабинета скачать. Также у нас сейчас обрабатывается вопрос в части ПАК-систем, да, вы знаете, искусственного интеллекта, сейчас очень много разговора идет. И сейчас мы в этой части отрабатываем, что если пациент, например, выехал куда-то на лечение за границу, он забыл там диск МРТ или там КТ-диск забыл, да, чтобы он мог с личного кабинета вот эти результаты, даже сам снимок скачать и предоставить той клинике, куда он поехал лечиться. Вот такие простые вещи, они очень сильно помогают населению. Информационная безопасность у нас соблюдается. Все системы, которые находятся на сопровождении в нашей организации Республиканским центром электронного здравоохранения, наши все системы прошли аттестацию, получили аттестаты, что они безопасны. На постоянной основе у нас производится мониторинг. Есть минимальные инструменты, которые обеспечивают информбезопасности всех систем и защиту персональных данных граждан наших и пациентов. Также сейчас запланировано еще дополнительный закуп инструментов по информбезопасности и соблюдению всех вот этих норм. И есть компетентный орган, который ежемесячно высокоуровневые информсистемы они сканируют и проверяют на безопасность. А так у нас на ежедневном основе у нас есть департамент, который проводит постоянно анализ, мониторинг, смотрит, чтобы не было никаких утечек информации по пациенту. Есть уже часть документации, которая переведена в электронный формат, который подписывается ответственным человеком через ЭЦП и который несет законодательную силу. Да? У нас есть очень много таких документов, которые переведены уже в электронный формат. Но есть такие документы, еще не переведены в электронный формат. Над этим уже работают, анализируют аналитики и также методологи в части юридической части, также и в медицинской, и, как говорится, в финансовых частях. Есть фронт работы в части документации бухгалтерии там, и административной части, которая еще требуется вход в НПА, изменение НПА, чтобы электронный вариант имел силу. Процентов точно я не могу сказать, сколько переведено. Где-то около 80-90% уже очень много документов, которые есть в электронном формате. Если документ имеет электронный вариант, не обязательно его распечатанном виде у себя держать, если этот электронный документ правовыми нормативными актами закреплен, что имеет силу в электронном виде.